Нынешняя молодежь нередко сетует на то, что пробиться в этой жизни, сделать карьеру, проявить все свои знания, умения, личностные качества очень сложно. Что опыт работы и знания не имеют значения, а все решают связи, знакомства и кумовство. По данным социологов, каждый четвертый из них уверен, что успешную карьеру не построить без нужных связей. В подавляющем большинстве таких случаев с помощью связей люди как раз находят хорошую работу, получают повышение и избегают увольнения. Связи решают все. Это ток-шоу «Трибуна нового века». Мы в прямом эфире. Добрый вечер. С нами в этой студии главный советник управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Руслан Викторович Никонов. Добрый вечер. Добрый вечер. Заведующий отделом кадров Департамента государственной службы и кадров при президенте Республики Татарстан Лилия Рифхатовна Зинатуллина. Хайрлы киш. Первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Джавдетович Сулейманов. Хайрлы киш, добрый вечер. Добрый вечер. Исполнительный директор серии спортивных мероприятий Алена Сергеева. Здравствуйте. Здравствуйте. С нами также в студии руководители Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства молодежи Республики Татарстан, яркие представители молодежного правительства Республики Татарстан, Общественной молодежной палаты при Государственном совете Республики Татарстан, регионального молодежного общественного движения молодых ученых и специалистов Республики Татарстан. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире, телефон студии 554 56 10. Задавайте свои вопросы, звоните, мы также принимаем ваши сообщения по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. На протяжении всей программы мы будем их транслировать. Подключайтесь. Руслан Викторович, действительно ли невозможно попасть на государственную службу или получить престижную должность без коррупционных связей? Добрый вечер еще раз. Ну, все, что хотелось бы отметить, то, что, к сожалению, у нас бытует такое мнение среди молодежи и среди родителей, то, что устроиться на хорошую, высокооплачиваемую работу, в том числе и на госслужбу, можно только через какие-либо коррупционные завязки или имея так называемую мохнатую руку, Но, отвечая на ваш вопрос, кардинально все-таки не соглашусь с этим мнением, которые вы озвучили. У нас в республике, руководством республики огромное внимание все-таки уделяется вопросам развития молодежи, и вопросам предоставления молодежи вот этих вот так называемых возможностей, которые характеризуют молодежь на основании только их личных качеств и талантов. Возьмем, к примеру, если государственную гражданскую службу, то это вот, как коллега расскажет, это кадровый резерв государственной гражданской и муниципальной службы. Помимо этого, в республике существует множество различных проектов, наверное, нельзя будет все их перечислить. Мы очень тесно работаем с молодежью, с молодежными организациями. И даже вот в молодежной среде большое количество конкурсов. Это конкурс «Вверх», конкурс «Кадровый резерв», общественно-политический проект «Политзавод». Ну и, конечно же, программа, которая действует уже более 10 лет, это программа «Алгарыш». Вот у нас представители тоже присутствуют, я думаю, то, что осветят побольше. Ну, что хотелось бы сказать, все-таки действительно возможностей очень много. Стоит только напорствовать, показывать свой характер и пользоваться этими возможностями. Инструменты республика представляет, так ведь? Да, совершенно Хорошо. верно. Спасибо. Лилия Рифхатовна, действительно, как же происходит назначение на должности государственной гражданской службы? Или действительно, можно ли вот так вот закончить школу или вуз и сразу получить должность? Да. У нас порядок поступления на государственную службу установлен законом о государственной гражданской службе и подразумевает под собой прохождение конкурсных испытаний. Это собеседование с конкурсной комиссией и тестирование. У нас, к примеру, в республике реализован проект «Единое тестирование». Вне зависимости от того, в какой государственный орган подал участник, желает поступить в кадровый резерв, он проходит единое тестирование на знание Конституции, на знание закона о противодействии коррупции, о государственной гражданской службе. Также проверяется знание государственного языка и умение работать на компьютере. Поступить на госслужбу могут в зависимости от группы должностей госслужбы. Должности госслужбы у нас делятся на группы высшая, главная, старшая, ведущая и младшая. Вот, к примеру, на младшую и на старшую группу должностей могут поступить молодые люди со средним профессиональным образованием, без стажа работы. На ведущую группу могут поступить люди с образованием бакалавра. Также требования к стажу не установлены.
А назовите, пожалуйста, основные требования, вот, которые вы перечислили, наверное, да, для человека, для кандидата, для будущего кандидата на зачисление в кадровый резерв. Ну, есть основные требования, да. Они схожи именно с требованиями для поступления на госслужбу, также на включение в кадровый резерв. Это быть гражданином Российской Федерации, быть дееспособным, не привлеченным к уголовной ответственности. Для мужчин это также еще наличие военного билета. Вот. Хорошо. Может ли любой человек вот самостоятельно заявить о себе? И как, если да, то как это можно сделать? Да, любой желающий может принять участие в конкурсе. Тем более сейчас у нас реализована возможность подачи документов в электронном виде. Имеется федеральный портал государственной службы. Необходимо на нем зарегистрироваться, заполнить анкету установленного образца, приложить пакет документов и заявиться на конкурс. У нас уже есть вот такая сложившаяся практика, что люди из других регионов собирают эти документы, направляют нам в электронном виде и участвуют в конкурсе у нас здесь на зачисление в кадровый резерв. Все-таки это, скорее всего, вопрос технологичный. А должна ли быть у человека какая-то мотивация? И как распознать вот этих талантливых, ярких, незаурядных людей, которые могли бы принести в дальнейшем пользу обществу? Ну, безусловно, внутренняя мотивация человека быть полезным обществу и вообще служить как бы государству, это очень важно при поступлении на службу. Мы проводим различные анкетирования, посредством вопросов которых раскрывается личность человека. А также конкурсная комиссия, в число которых это 7-8 опытных экспертов, уже могут распознать талант человека. И, Рифхат, насколько важен для кандидата, претендующего на государственную службу, такой критерий, как патриотизм? И насколько верно выражение, что у государственного служащего сердце должно быть в голове? Это качество мы назвали активно-жизненной позицией. Невозможно просто, например, говорить «я люблю Родину» и при этом ничего не делать, никак не проявлять себя. Важно так, чтобы человек как бы и любил, и показывал это на деле. Поэтому вот проявление своего профессионализма на госслужбе или на благо обществу – это как раз самое высшее проявление патриотизма. У резервистов есть какие-то документы на руках, то есть что есть подтверждение того, что они кандидаты, что они уже резервисты? По итогам проведения конкурсных процедур, в случае их успешного прохождения, решение конкурсной комиссии направляется резервистам в письменном виде, а также публикуется на официальном сайте государственного органа, в котором он участвовал в конкурсе. А возрастные ограничения какие-то имеются? Возрастные ограничения от 18 лет в случае наличия у лица среднего профессионального образования или выше. А потолок? До 65. До 65 лет. Прекрасно. Да. 554-56-10, телефон прямого эфира. Если есть телефонный звонок, мы готовы принять. Если есть телефонный звонок, нам подсказывают. Давайте послушаем наших телезрителей. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Знаете, меня немного смущает партийный характер проекта, даже однопартийный, и не слишком ли это конъюнктурно? Спасибо. Спасибо. Руслан Викторович, может быть, и вы? Да, вопрос действительно понятен. Я так понимаю, то, что акцент здесь делается Ну на хорошо, то, что уже есть такие активные, неравнодушные телезрители, которые, в общем-то, сразу уловили, да? Да, действительно. Это здорово. Но все-таки я, наверное, отвечая на этот вопрос, да, о партийности вот этого проекта, здесь опять-таки не соглашусь, да, все-таки все программы, все конкурсы, тот же самый кадровый резерв, да, они не учитывают какую-то там партийность или какую-либо принадлежность. То есть абсолютно любой человек может прийти и поучаствовать в конкурсах в том же самом кадровом резерве на государственную гражданскую службу, либо каком-либо из молодежных проектов. Как говорили, что действительно главное, что сердце должно быть в голове, да, то есть не просто любить березки и сосны, да, которые растут в твоем саду, но и, в общем-то, быть в целом полезным обществу. Тимур Жазович, хотели добавить? Да, я могу добавить, спасибо большое за возможность. Если честно, для меня не совсем понятен вопрос, потому что то, что до этого говорилось, рассказывалось в большей степени о государственной службе, не о проекте «Кадровый резерв». Но вот коллега говорил и озвучил политзавод, озвучил кадровый резерв. Вот если речь идет о проекте политзавод, где все-таки первую скрипку играет молодая гвардия Единой России, то, наверное, там есть, и то не 100%, но вот такой вот некий контекст политический. Вместе с тем, я знаю, что сейчас этот проект трансформировался, и сегодня фактически это платформа для тех ребят, которые видят себя политически
в будущем в политической деятельности активными участниками этого процесса. Это будущие депутаты? Это будущие депутаты, это причем как муниципального уровня, так и депутаты, которые, возможно, хотят себя видеть будущими депутатами Государственного Совета Республики Татарстан, Государственной Думы Российской Федерации. Вот это те люди, которые, которым есть что сказать и хотят для этого использовать политическую трибуну. Если мы говорим о проекте «Кадровый резерв», то это абсолютно проект не являющийся проектом при той или иной политической партии. Для участия в этом проекте нет необходимости представлять ту или иную партию. Более того, насколько мне помнится, в числе экспертов находятся представители разных партий. И этот проект, в принципе, предназначен для тех, кто не безразличен и ведет активную жизненную позицию, и абсолютно не обязательно затем видеть себя в качестве сотрудника министерства, того или иного ведомства. Более 260 на сегодняшний день выпускников проекта «Кадровый резерв» в принципе работают вне органов государственной власти, а трудятся на предприятиях, о молодежных проектах мы еще будем сегодня говорить, об общественных проектах еще будем говорить. Действительно, войти в кадровый резерв – это очень большое достижение. Но если резервист не двигается дальше и выше, эта возможность будет упущена. По результатам социологических опросов подавляющая часть респондентов считает профессию государственного и муниципального служащего престижной. Так, более 80% респондентов всех категорий, в том числе представители студенчества, указывают на привлекательность профессии государственного и муниципального служащего. Да, наверное, если предложили мне работу в госструктурах, я бы согласился и работал. И, конечно, нужно давать молодежи развиваться и адаптироваться, и свой ум, пока он еще такой вот не усеченный, а люди смотрят вдаль, вширь, молодежь, да, чтобы они все-таки свои навыки и желания реализовывали уже в службе и приносили какие-то идеи. Одним из главных этапов конкурса является тестирование. Тестовые задания включают в себя перечень вопросов об общих принципах госстроительства, государственной службы, антикоррупционной системе, оцениваются знания языка, а также профильные компетенции замещаемой должности. После прохождения конкурсных комиссий человек может непосредственно занять должность, либо попасть в систему кадрового резерва. Система кадровых резервов служит эффективным инструментом для оперативного замещения должности. Кадровые резервы министерств и ведомств объединены в общую базу, которую ведет Департамент государственной службы и кадров при президенте Республики Татарстан. В кадровом резерве сегодня более 1000 человек. Преимущество данной системы в том, что человеку, попавшему в резерв одного министерства, может быть предложена работа в другом министерстве без прохождения конкурсных процедур. Кроме того, в республике действует управленческий резерв, формируемый раз в 3 года и нацеленный на замещение высоких управленческих позиций – министров, заместителей министров. Этот резерв также называют президентским резервом. Новый сотрудник в период адаптации проходит обучение по недельной программе «Начинающий государственный служащий», и это только первый шаг на пути профессионального роста. Непрерывность развития – это необходимое условие повышения эффективности деятельности государственных служащих. Сотрудникам предоставляются широкие возможности для регулярного прохождения курсов повышения квалификации или стажировок, а также использования электронной базы знаний. Руслан Викторович, везде существует предательство. Не в личном плане, а в плане работы. Та же коррупция. Есть ли возможность, и вообще некоторые эксперты призывают в таких случаях использовать такой инструмент, как детектор лжи, для отсева нечестных кандидатов? Как вы считаете, насколько эффективна будет эта мера? Ну, что касается детектора лжи, да, действительно очень много разговоров ходит о внедрении детектора лжи, да, очень многие эксперты все-таки советуют и положительно относятся к внедрению, да, вот детектора лжи. Все-таки здесь, прежде чем говорить о каком-то системном внедрении, да, нужно все-таки не забывать о том,
то, что трудовым законодательством в данный момент, да, у нас не прописано в обязательном порядке кандидатов или сотрудников, да, проверять на полиграфе. То есть это полностью добровольная основа. С другой стороны, да, в случае отказа там, от добровольного прохождения полиграфа уже у работодателя может действительно возникнуть какие-то сомнения. Ну и второй момент, что хотелось бы здесь отметить, все-таки полиграф – это аппаратура, и свой процент неточности здесь все-таки есть. Но несмотря на это, да, несмотря на то, что это пока у нас не регламентировано и не введено ни на государственную службу, ни на муниципальную службу, в ряде районов, в ряде муниципалитетов у нас все-таки полиграф используется. Спасибо. С нами в студии советник мэра Казани по вопросам противодействия коррупции Киям Беляев. Добрый вечер, Киям Айратович. Добрый вечер. Киям Айратович, скажите, пожалуйста, насколько эффективна эта мера, как использование полиграфа действительно для отсева нечестных людей? Ну, да, действительно, у нас она используется, и используется она с 2007 года. Мы первые, кто из муниципальных органов внедрили систему полиграф, то есть детектор лжи. И с тех пор она используется, мы проверяем не только кандидатов при приеме на работу, но и действующих сотрудников. Как уже говорил, здесь важно понимать, что прохождение тестирования на полиграфе, она на добровольной основе осуществляется. И тем, кто изъявил желание, кто дал согласие, задаются достаточно простые вопросы, например, используется ли служебное положение в личных целях, или, возможно, имеется ли серый источник доходов. Но вот тут важно принципиальный момент понимать, что итоги тестирования на полиграфе, они носят конфиденциальный характер, и более того, и это не является основанием для увольнения сотрудника, это не является основанием для уголовного или административного преследования. Вот основными задачами полиграфа мы за эти годы сформировали, это все-таки минимизация коррупционных рисков, первое, да, это предотвращение возможного конфликта интересов. Также это разрешение управленческих задач, такие как подбор кадров, ротация кадров. Мы вообще за эти годы положительно оцениваем свой опыт, положительно оцениваем свою программу. И вот даже сейчас я узнал, что крупные города, в том числе Санкт-Петербург, они успешно переняли наш опыт и сейчас активно используют программу. Вообще было бы здорово, если кандидат сказал: я хочу пройти проверку на полиграфе, мне нечего скрывать, задавайте любые вопросы, это было бы здорово. Вообще много таких, которые говорят: да, проверьте меня, я чисто открыт, пожалуйста. Сейчас тенденция такова, что с динамичным развитием технологий, развитием открытости общества, открытости власти, люди стремятся заявить о себе, и у которых совесть чиста, они с радостью проходят все процедуры на добровольной основе и потом претендуют на все более и более высшие высокие позиции, высшие. Отлично. Спасибо вам большое, Киям Айратович. Наряду с кадровым резервом Республики Татарстан, основной целью которой является обеспечение возможности оперативного замещения вакантных должностей государственной службы высококвалифицированными специалистами и достижение максимальной эффективности процесса служебного продвижения государственных гражданских служащих в Татарстане реализуется еще один республиканский проект с таким же названием, но уже рассчитанный на молодежь. Это кадровый резерв, долгосрочная образовательная программа, которая создает условия для самореализации молодежи Республики Татарстан, стимулирует трудовую, образовательную деятельность, мобильность и способствует взаимодействию молодых граждан с представителями органов государственной власти Республики Татарстан. Тимур Джадетович, расскажите, пожалуйста, об этом проекте, сколько он существует, на что направлен, если говорить об общественных проектах, насколько остро перед резервистами сегодня стоит вопрос развития и в то же время востребованности. Этот проект с 2009 года реализуется. Мне лично этот проект очень близок и знаком, поскольку вот именно тогда, именно в этот год, я еще будучи общественником, начинал свою активную деятельность общественную в Лиге студентов Республики Татарстан. И уже тогда, в самый первый год появления этого проекта, и он фактически стал такой кузницей кадров тогда для общественной организации Лига студентов Республики Татарстан. Сейчас за 10 лет реализации этого проекта можно говорить, что вот из такого очень значимого мероприятия, которое становится центром притяжения небезразличных молодых людей и дает им навыки к самореализации и воплощению их идей, сейчас это мероприятие, этот проект преобразовался в целую экосистему, которая фактически на непрерывной основе от момента
поиска, до момента вовлечения, профессионального развития и дальнейшего сопровождения, на первое время, особенно первые 2 года, фактически является таким социальным лифтом и дает билет в жизнь тем молодым людям, которые уже созрели до того, чтобы понять, да, меня что-то не устраивает, либо в себе с точки зрения желания развиться профессионально, личностно, либо я вижу какую-то ситуацию, которая меня не устраивает, которая вокруг меня есть, и он понимает, что придя в кадровый резерв, он может получить а. необходимые знания и навыки, б. экспертизу, с. это, безусловно, молодых людей, сподвижников, которые могут с ним разделить его идею, вместе с ним загореться и затем решить через свой проект ту или иную проблему. Поэтому... Ну и плюс бесценный опыт, конечно же, так ведь? Безусловно, безусловно, опыт. Ну, в первую очередь, наверное, это вот опыт как раз под постоянным сопровождением и вниманием экспертов, потому что это то, что отличает именно кадровый резерв как профессиональную образовательную платформу. Отлично. Тимур Жазизович, как отслеживаете или вообще отслеживаете ли ситуацию с резервистами? Удается ли посещать профильные какие-то мероприятия, публикации в СМИ, контролировать социальные сети в том числе? То есть резервисты, они у вас на контроле? Я не использовал бы слово «контроль» вот именно в этом контексте. Потому что речь, наверное, в большей степени о том, чтобы те молодые люди, а их за время реализации проекта более 12 тысяч, которые так или иначе приняли участие в проекте, более 2000 человек, которые непосредственно прошли обучение, это те, которые мотивированы, которые заинтересованы. Поэтому наша задача, это вот для тех, кто уже прошел кадровый резерв, это была школа, и кто-то для себя определил то или иное направление для дальнейшего развития, затем уже развивается. Поэтому до момента их профессиональной, скажем так, включенности, да, первые 2 года мы их сопровождаем. То есть вы знаете, чем они занимаются? Мы знаем, чем занимаются. Чем они живут, чем они дышат? Хочу сделать акцент на том, что именно те, которые прошли полностью весь цикл. Потому что, безусловно, все те, кто к нам приходили и так или иначе участвовали в мероприятии, на сегодняшний день каждого мы отдельно не сопровождаем. Но те, кто прошли отбор, прошли обучение, да, сейчас по ним мы, безусловно, такую базу ведем. Но в ближайшем будущем мы очень рассчитываем, что благодаря современным технологиям сегодня появится возможность более тщательно и более масштабно вести вот этот процесс сопровождения именно с использованием искусственного интеллекта, именно с использованием электронной базы данных, поскольку она будет давать нам возможность фактически для тех молодых людей, которые заинтересованы, находиться с ними на постоянной связи. Любой человек может заявить о себе. Если да, то каким образом? Любой человек может заявить о себе. Каким образом? Может прийти и сказать, я хочу быть с вами в одной команде. Нет, если речь идет о проекте «Кадровый резерв», да, молодежный проект «Кадровый резерв». Внимательно следите за социальными сетями, за новостями, потому что сейчас непосредственно открыт набор, поэтому можно заявляться, участвовать и становиться частью этого проекта, безусловно, после определенных конкурсных испытаний. Но кадровый резерв – это вот одно из направлений, активно реализующихся, которое, безусловно, уже показало и подтвердило свою востребованность среди молодежи. Но помимо кадрового резерва есть другие различные инструменты на сегодняшний день, где можно реализовать себя. Которые помогут молодым людям найти себя. Вот в этом зале, например, Айдар Акмалов, участник, резервист, и сегодня возглавляет крупный проект. Отлично. Понятно, что одни идут в резерв, потому что, например, госслужба на всех уровнях для молодого человека дает возможность очень быстрого карьерного роста. Другие идут за масштабом. И очень важно действительно сделать мотивацию понятной обществу. Тогда и обществу будет легче объяснить, какие задачи решает власть. Алена, вы прошли от и до молодежный кадровый резерв, после чего попали в кадровый резерв мэра Казани и планируете стать то есть пойти уже дальше, так ведь? Насколько тернист был ваш путь и кто вам в этом помогал или, может быть, помогает? Если рассказывать и говорить конкретно о моем опыте, то нужно просто желание, инициатива. Никто мне не помогал. Я приехала учиться на 1-м курсе в город Казань. Откуда? Из Набережных Челнов. Отлично. Да. И буквально в общежитии в своем увидела афишу конкурса «Вверх», кадрового резерва, и подумала, почему нет, почему не я. Подала, и с первого же раза попала в этот прекрасный проект. И началась такая активная студенческая жизнь. Студенческая, кадровая, общественная. Да, мы прошли обучение. У нас сначала было собеседование, далее было 3 этапа обучения.
Мы сначала разбирались в себе, далее учились вообще понимать, что мы, кто мы и что мы хотим, ставить цели, ставить задачи. Далее уже началась работа над своими проектами. Тогда мы вообще впервые задумались. Ну, представьте, 18-летняя девушка или молодой человек, который только закончил школу, выбрал какое-то направление жизни, вроде как хочу быть там юристом, сегодня там менеджером, я не знаю, физиком. А ты приходишь в такие проекты и понимаешь, что ты вообще хочешь от жизни и что ты хочешь делать. Тогда я поняла, что я хочу участвовать в жизни своей республики, молодежи всей. Так как я из спорта, я хотела всегда заниматься спортивными проектами, и благодаря кадровому резерву, конкурсу «Вверх», после победы в этом конкурсе «Вверх», это дается как такой бонус, то есть после того, как ты прошел молодежный кадровый резерв, тебе дается возможность поучаствовать в этом конкурсе, но, насколько я знаю, уже вот в сегодняшнем 2018-2019 году немножко поменялась система, я выпускница 2015 года кадрового резерва, и сегодня абсолютно любой желающий может попробовать подать заявку и без прохождения обучения в кадровом резерве и поучаствовать в этом конкурсе. Алена, что важнее, быть отличником или оставаться троечником, но быть при этом в активной жизненной позиции, побеждать или участвовать в олимпиадах, иметь какие-то достижения в спорте? Какая чаша весов все-таки окажется более весомой для того, чтобы тебя заметили? Все сразу. Нужно и отлично учиться, и все успевать, заниматься спортом, активным и здоровым образом жизни. Вот, например, наши друзья с молодежного правительства очень часто приезжают к нам на спортивные старты и всей своей большой командой участвуют, что очень приятно, и таким образом подают пример яркий не только молодежи, но и более старшему поколению и младшему поколению. И это очень круто. Я могу сказать, например, что проходя кадровый резерв, я еще оставалась действующим спортсменом. Я закончила вуз с красным дипломом, поэтому нужно просто все успевать. Как нам говорили на кадровом резерве, главное тайм-менеджмент. Главное правильно ставить свои задачи, ставить свое расписание, не заниматься глупостями, и все будет замечательно. Успевать и вставать в 4 часа утра, так ведь? Здорово. Что нам поведают, какие секреты нам раскроют действующие резервисты кадрового резерва президента Республики Татарстан, узнаем сразу после рекламы на ТНВ. Это ток-шоу «Трибуна нового века». В прямом эфире мы говорим о кадровом резерве Республики Татарстан. Телефон студии 554-56-10. Мы также принимаем ваши сообщения, электронный адрес нашей программы, который вы видите на своих экранах. На протяжении всей программы мы транслируем ваши сообщения. Подключайтесь. Что в нашей студии действующий резервист кадрового резерва управленческих кадров Республики Татарстан, ныне проректор по образовательной деятельности КНИТУ КАИ Алексей Александрович Лопатин. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый Александр вечер. Александрович, скажите, пожалуйста, насколько жесткий отсев кандидатов и как на вашу жизнь повлияло участие в кадровом резерве управленческих кадров Татарстана? Спасибо за вопрос. Ну, конкурс, конечно, был значительный. Достаточно много организаций, структур представили соискателя кадровый резерв. Конкурс проходил в несколько этапов: собеседования, тестирования, собственно говоря, то, о чем сегодня говорили. И в результате, после ассессмента, нам было объявлено наша двадцатка управленческих кадров Республики Татарстан. Но надо отметить, что вот та атмосфера, которая царила во время этого конкурса, этап отбора, она была абсолютно дружелюбной. На каждом этапе друг друга мы абсолютно поддерживали. Сначала были незнакомые, потом мы познакомились, конечно, разумеется, и обстановка способствовала развитию. А что касается лично для меня, то, наверное, тут важна, вообще для каждого человека важна мотивация, кто зачем в резерв идет. Я человек не из госслужбы, я человек из системы образования, системы высшего образования, и абсолютно точно считаю, что служить своей родине, республике, стране можно на различных должностях, в том числе и в системе высшего образования Республики Татарстан. Для меня, прежде всего, нахождение в резерве – это возможность, как бы это банально ни звучало, но познакомиться с интересными людьми, потому что все в кадровом резерве уже люди сложившиеся. Это не молодежный кадровый резерв, это люди уже работающие, люди успешные, добившиеся определенных результатов в своей жизни. Поэтому здесь мотивация первая – это общение,
общение, обогащение за счет этого общения, личной культуры. И второе – это обучение, разумеется, потому что нахождение в резерве управленческих кадров Республики Татарстан подразумевает под собой прохождение, вот в данном случае, 4 модулей обучения. Один из них был в Москве, значит, 3 других были в Казани, плюс ко всему стажировка, плюс работа с наставником, плюс предстоит проект защиты перед президентом Республики Татарстан. Поэтому все очень насыщенно, весь год очень полезный и насыщенный прошел. Здорово, спасибо. Скажите, пожалуйста, прибывают ли кандидаты вообще в таких иллюзиях? Вот я кандидат в кадровый резерв, назначьте меня замминистра где-нибудь. Часто бывает такое? Тимур Джавдетович, бывает такое, что я кадровый резерв, я будущий резервист, я резервист, все, это значит, мне однозначно место определено. Да, спасибо за вопрос. Бывает по-разному. Мне посчастливилось участвовать в нескольких отборочных этапах кадрового резерва. Бывает такое, что приходятся искатели с достаточно высокими амбициями. Вместе с тем, когда начинаешь задавать уточняющие вопросы, выясняется, что некоторые соискатели даже не представляют, что это такое, даже на сайт по-хорошему не заходили для того, чтобы узнать все детали этого конкурса и не понимают, что конкретно им может предложить этот проект. Поэтому, с другой стороны, для них, мне кажется, тоже полезно участие в этом собеседовании, потому что это тоже своего рода такой опыт очень важный, потому что они получают от экспертов вопросы, которые заставляют их уйти с этого отбора и задуматься о том, все-таки, как нужно подходить к вот этому процессу своего личностного развития. То есть вы оберегаете их от иллюзий таких? Понятно. Спасибо. Фактически, да. Спасибо. Сразу мы говорим не столько на место, сколько мы им объясняем то, насколько важно осознанно для того, чтобы чего-то добиться, делать те или иные действия и шаги. Спасибо. Насколько активно подключились районы Республики Татарстан в выстраивании системы кадрового резерва в нашей республике? Сегодня с нами в студии председатель молодежного правительства Республики Татарстан, финалист конкурса «Кадровый резерв» Алла Абросимова. Алла, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, много ли зависит в этой работе от местной муниципальной власти? Достаточно много, и мы в первую очередь как раз-таки делаем акцент на работу с районной молодежью. Мы стараемся выезжать в районы, стараемся распространять информацию там и доносить до ребят информацию о том, что где родился, там и пригодился. И не обязательно уезжать в Казань, искать какое-то высокопоставленное место для развития своей карьерной лестницы, своей карьерной траектории. Поэтому мы стараемся донести возможности о том, что здесь также в районе можно себя развивать. Мы стараемся выезжать в районы, проводить там образовательные мероприятия, распространяем информационные материалы. То есть сама и районная молодежь подключается активно, и местная власть достаточно открыта к нам для того, чтобы молодежь поддерживать на селе и делать все возможное для того, чтобы молодежь оставалась, и эти энергичные, креативные кадры развивали свой район. Я сама родилась в Лаишском районе, переехала, конечно, в Казань, но постоянно мы поддерживаем связь с молодежью этого района, стараемся выезжать, знакомиться и рассказывать о возможностях Республики Татарстан. Отлично, спасибо. Как уже сказал Тимур Джавдетович, стартует новый сезон молодежного проекта «Кадровый резерв». И какие нововведения ждут участников? Этот вопрос я уже адресую директору проекта Алле Кондратьевой. Алла, добрый вечер. Расскажите нам, пожалуйста. Добрый вечер. Мне кажется, у нас зрители немного путаются уже в кадровых резервах республики. И там, и там названия одинаковые, да? Да, может быть, названия одинаковые, но достаточно... мы же ищем интеллектуально подкованных ребят, поэтому не хватит, я думаю, навыков в интернете найти разницу между всеми проектами. Если мы говорим о молодежном кадровом резерве, это про образование. Сейчас по всему миру есть тенденция развития надпрофессиональных навыков. И как раз молодежный кадровый резерв выступил флагманом того, что нашей молодежи их где-то не хватало, а где учиться этому, это либо дорогостоящие какие-то курсы по тайм-менеджменту, управленческой эффективности, либо эту возможность им предоставит Республика Татарстан. Собственно, для этого и появился проект. Мы говорим о том, что мы получаем профессиональные навыки в университете, а надпрофессиональные навыки мы можем получить в таких проектах, как кадровый резерв. Как собрать команду, как управлять проектом, как создать идею, как правильно не просто сказать «я хочу быть замминистром», а какие конкретные шаги и как много нужно работать, чтобы когда-нибудь им стать. Отлично. Поэтому, если нас кто-то смотрит, если вы заинтересовались и захотели поучаствовать специально для вас, мы продлили заявку на 1 день, и до конца сегодняшнего дня вы можете подать заявку.
и принять участие в молодежном кадровом резерве, сайт резерврт.ру, очень просто. Резерврт.ру, запоминайте, записывайте, заходите прямо сейчас на сайт и подавайте заявки. И когда-нибудь вы войдете обязательно и в кадровый резерв государственной муниципальной службы, и в кадровый резерв президента. Такие яркие примеры здесь сидят, поэтому стартуйте, начинайте, все действительно открыто. Начинайте, все в ваших руках. А мы вам поможем, так ведь? Однозначно, мы будем вас поддерживать, а самое главное, наша команда экспертов, потому что все, кто сидят в этой студии, когда-то выступали экспертами. Экспертов гораздо больше, и все они готовы поддерживать молодежь республики. Спасибо. Алла, отлично. А на сегодняшний день сколько человек уже подали заявки? Уже можно подсчитать как-то примерно, приблизительно? Больше 1000, я могу сказать это точно. У нас каждый час меняется цифра, как всегда в последний день все самые активные. Наверное, последний час будет вообще интересно сегодня, последний час будет вообще интересно, но мы четко скажем, что в 00 часов сегодняшнего дня мы закроем заявку, потому что, как говорит Министерство по делам молодежи, наш лидер в Республике Татарстан, он умеет делать все вовремя. Отлично. Поэтому мы вас ждем вовремя на нашем сайте. Спасибо. Еще раз напоминаю, резерврт.ру. Так, отлично, спасибо. Тимур Джавдетович, у меня вопрос к вам. Вот талантливые люди, да, добивающиеся успеха в своей деятельности, в своих знаниях, они, не скажу, что нелояльны, они иногда неуживчивые и имеют свои принципы, свои взгляды, не совсем удобные, что ли, такие ребята. Вот как с ними? Это же прекрасно, на мой взгляд, все, что вы говорите. Я не совсем соглашусь с тем, что талантливые и успешные – это всегда через запятую, к сожалению, не всегда. И, наверное, по этой причине во многом появился такой проект нашей республики, как университет талантов, для того, чтобы тем ребятам, которые очень незаурядные, которые интеллектуально, творчески талантливые, помочь им по-настоящему найти себя в жизни. И это не обязательно какой-то пост очень значимый. То есть мы заточены на результат. Он может быть неудобный, но в то же время он все-таки добивает своего, у него есть своя команда, свои... Тоже не обязательно. Нет или как? Речь о том, чтобы... Мы вообще считаем, что любой ребенок талантлив. Наша задача в Республике Татарстан создать такую среду для того, чтобы этот молодой человек мог раскрыть свой потенциал, раскрыть свой талант. И по-настоящему успешный, на наш взгляд, это тот человек, который нашел себя в жизни. В качестве учителя, который наслаждается своей работой и готовит следующее поколение талантливых и таких преуспевающих, небезразличных молодых людей. Это может быть, безусловно, министр, замминистра. То есть совсем не обязательно. Это может быть представитель работающей молодежи, да, который трудится на том или ином предприятии. И для того, чтобы сегодня преуспеть, созданы все условия. Вот, мне кажется, предстоящий в этом году большой чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Это одно из подтверждений того, что разных, то есть возможностей и путей их масса. Самое главное, вот этому таланту помочь реализоваться и найти себя. Вот в этом заключается успех. Вот поэтому, поэтому здесь, на первую часть вашего вопроса я ответил, на вторую, наверное... Если хотите, могу дополнить, потому что на эту тему мы в режиме непрерывно практически, как раз до полуночи, пока не закроется голосование и прием заявок. 554-56-10, телефон прямого эфира, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем, говорите. Да, добрый вечер, у меня такой вот вопрос. Мы хорошо знаем сегодня, кто в республике отвечает за финансы, энергетику, военно-промышленный комплекс, а кто отвечает за людей, которые все это создают. Спасибо. Ага, у нас есть, мы знаем, кто отвечает за энергетику, мы знаем, кто отвечает за финансы, а кто отвечает за людей, кто все это создает? Тимур Джавдетович готов ответить. Да, я попытаюсь, наверное, ответить, потому что вопрос, как и ответ, он достаточно комплексный, потому что сегодня есть в республике такая среда возможностей для реализации потенциала. Для того, чтобы это делалось на системной основе целенаправленно, в прошлом году появилось новое министерство, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан. Сегодня это единственное министерство, которое работает не по отраслевому принципу, а которое работает именно с людьми, с молодежью. Поэтому вместе с тем мы понимаем, что за молодежь и за то, чтобы были кадры в отрасли, безусловно, отвечают. Это межведомственный вопрос. И здесь нашими самыми ключевыми партнерами, коллегами является Министерство образования и науки Республики Татарстан. Потому что это комплексная задача, и только при вот такой вот сплоченной и системной работе
межведомственной, Министерство молодежи, Министерство образования, Министерство промышленности, предприятий, которые, безусловно, сегодня являются активными участниками и институтами реализации молодежной политики, образовательными организациями, школы, СУЗы, вузы. Можно выстроить вот эту самую систему по взращиванию кадров и востребованных кадров на производстве. Спасибо. В нашей студии победитель проектов «Вверх» и «Кадровый резерв» Марат Ахматов. Добрый вечер, Марат. Вечер добрый. Марат, вы сегодня состоите в кадровом резерве президента Республики Татарстан. И как вы узнали о кадровом резерве и какие связи вам помогли сегодня стать заместителем председателя молодежного правительства Татарстана? Ну, прежде всего, мне, наверное, очень помогла все-таки связь с интернетом в 2015 году, что у меня была возможность подать заявку на данный проект. И после меня пригласили на собеседование. После прохождения собеседования у нас были очные, в том числе заочные этапы. И по итогам, когда мы уже стали финалистами, у нас было порядка 40 человек в 2016 году, мы приняли участие в республиканском конкурсе «Вверх». И вот по итогам данного конкурса как раз-таки было распределение и назначение на должность заместителя председателя молодежного правительства. И что, конечно, очень порадовало, если есть положение о резерве, вернее, управленческих кадров, где прописано, что если опыт работы на управленческой должности минимум 3 года и в подчинении есть 5 человек, то участники кадрового резерва и члены молодежного правительства могут быть в числе конкурсантов в данном проекте. И вот по итогам как раз Алексей Александрович очень подробно все достаточно описал, последовательно, механизм сам данной работы. И вот по воле Всевышнего, так скажем, получилось пройти в резерв управленческих кадров Республики Татарстан. Откуда ваши корни? Где вы родились? По глазам видно, да? У меня отец из Кыргызстана. Он сам в 17 лет приехал сюда, в Казань, окончил ветеринарную академию. А мать татарка. Татарша, блям, Аллаху шукр. Аллаху шукр, рахмет. В нашей студии председатель Общественной молодежной палаты при Государственном совете Республики Татарстан Ильдар Суфияров. Ильдар, добрый вечер. Хайрлы киш. Добрый вечер. Ильдар, скажите, пожалуйста, как вы узнали... Как вы достигли своего положения, благодаря каким связям? У меня тоже была связь с интернетом, только чуть раньше, в 2012 году. Но, знаете, я об этом редко рассказываю, но в 2012 году меня не взяли на кадровый резерв. Так, интересно, расскажите нам. Просто не взяли. Я прошел собеседование и пошел по другому пути. Все было очень просто. В 2011 году я приехал из Республики Башкортостан, и в радиусе, наверное, 500 километров я не знал никого, никто не знал меня, и просто постепенно через разные общественные организации, студенческие отряды, и студенческий совет моего университета, и молодая гвардия. Вот я попал в общественную молодежную палату от города Казани, и затем ее возглавил уже в конце 2015 года. Я считаю, что не нужно искать связи, не нужно искать помощи, нужно двигаться и верить в свои силы. Отлично. Скажите, пожалуйста, Ильдар, вот в чем мы сегодня много говорили про кадровые конкурсы. Вот в чем суть этих кадровых конкурсов и, на ваш взгляд, не растим ли мы карьеристов? Это очень хороший вопрос, спасибо. Меня тоже он беспокоит. Есть такое опасение, когда у нас много конкурсов, и мы говорим, что вот вы придете к нам, и с помощью нас вы можете достичь определенной должности. Само позиционирование должно быть другое, на мой взгляд. Первое, да, это должна быть какая-то система. Когда у нас много разных конкурсов, молодежь действительно думает, что они придут, и все. И вот должность заместителя министра им обеспечена. Все, назначьте меня. Где мое место? Да? Это первое. А второе, на мой взгляд, позиционирование должно быть не с точки зрения должности, которую вы можете занять, а с точки зрения помощи, которую вы можете получить от государства, да? Получите то, чем вы можете помочь, какой вы можете вклад внести в развитие республики. И по большому-то счету все кадровые проекты — это история про площадку для самореализации. Здесь были уже эти положительные примеры, в том числе и проект «Тиммермен» со спортивными стартами. Мы там тоже всегда участвуем, бегаем. Огромное спасибо. Это проект, который родился, потому что была поддержка в виде кадрового проекта. Вот. Спасибо. Алена, расскажите про эту площадку. Да, как все начали неожиданно бегать? Неожиданно бегать.
Наш директор Вадим Ингеров тоже был участником проекта «Вверх», конкурса «Вверх» и кадрового резерва. И, как гласит легенда, именно там он задумал организовать серию забегов. И на самом деле, что очень радостно, у нас большая на сегодняшний день команда, и каждый раз, когда приходят новые ребята, они молодые, они, чаще всего это студенты, и, естественно, у нас такой основной костяк команды – это все кадровики молодежного кадрового резерва. И я могу сказать, что вот в этом году 3 человека из нашей команды, которые пришли только в этом сезоне, уже подали заявки на молодежный кадровый резерв. Я не знаю, кто это, и просто мне сказали, 3 подали. Они не стали раскрывать, поэтому я не знаю, кто это. Я очень надеюсь, что у них получится пройти эту школу, потому что именно там мы смогли все познакомиться, и вот та команда, которая сейчас есть, мы всегда знаем, к кому обратиться за поддержкой, за помощью. Если нам нужны классные ребята, которые готовы реализовывать крупные проекты, большие, мы всегда знаем, к кому можно обратиться, кому можно позвонить, написать. Они всегда откликнутся, и даже если сами не смогут поддержать нас, всегда посоветуют каких-то своих сокомандников, с кем были вместе на множестве проектов, не только кадровый резерв, очень много площадок, и они реально позволяют не только научиться самому, а понять, что ты хочешь делать, и найти вот этих единомышленников, с которыми тебе дальше будет комфортно идти. Спасибо. Тимур Джавдетович, вот встречаясь с нынешними резервистами, удается ли вам выяснить, что больше всего им нужно? Награды и назначения или все-таки развитие, обучение в любых формах? Те, кто проходит собеседование, я думаю, что после этого вот их такие исключительно карьерные устремления, они успокаиваются, они понимают, что и остаются только те, кто идет в кадровый резерв за развитием, в первую очередь, личностным, и затем получение вот тех самых надпредметных компетенций, soft skills, о которых говорила Алла чуть ранее. По поводу того, какие резервисты сейчас, это резервисты, которые, безусловно, заточены на максимальную реализацию себя в рамках проекта. У каждого из них свой проект. Соответственно, попадая и встречаясь сейчас с резервистами, которые, или прошлыми резервистами, которые проходят практику в различных министерствах, ведомствах, на предприятиях, каждый из них со своим проектом и с пониманием того, как его реализовать за короткий промежуток времени. И у них стоит задача, используя те знания и навыки, которые они получили, реализовать эти проекты в тех органах государственной власти или предприятиях, которые они выбрали. Соответственно, они должны использовать эти самые свои компетенции для того, чтобы выстроить команду на новом месте работы, найти единомышленников, чтобы, реализовав проект, проявить себя и поменять ситуацию в лучшую сторону в том направлении, которое выбрали. Спасибо. В нашей студии первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Иванович Поминов. Добрый вечер, Андрей Иванович. Добрый вечер. Андрей Иванович, действительно, в республике реализуется программа грантов на подготовку, переподготовку и стажировку граждан в российских и зарубежных образовательных и научных организациях «Алгарыш». И для каких целей существует эта программа? Кто может претендовать на получение грантов? Каким образом происходит отбор участников? Расскажите, пожалуйста. Могу сказать, что программа «Алгарыш» существует с 2006 года. Через нее прошли уже более 4000 человек. И программа по существу один из инструментов развития кадрового потенциала республики. Но в отличие от тех проектов, которые сегодня уже были озвучены, о которых сегодня мы говорили, программа «Алгарыш» — это прежде всего на развитие профессиональных качеств, не на профессиональных, а именно профессиональных качеств. И сегодня 8 направлений реализации программы. 6 из них напрямую касаются молодых людей, студентов, молодых ученых, молодых преподавателей и так далее. После прохождения программы, в общем-то, появляется возможность дальнейшего развития человека. Не обязательно по административной карьерной лестнице. Это может быть наука, это может быть образование, может быть иная сфера, реализация каких-то собственных проектов и амбиций. Ну, могу вот в качестве свежих примеров назвать, кто проходил у нас через программу «Алгарыш». Действующий директор особой экономической зоны «Иннополис», один из заместителей руководителя нашего комитета по туризму, один из действующих ректоров нашей республики
это директор Института новых технологий ГРИНТ и так далее. Но я хочу сказать, что все они заняли эти посты уже после прохождения программы «Алгарыш», после обучения по программе «Алгарыш». То есть это такая очень хорошая, удобная стартовая площадка. Отлично. Вы не боитесь, что многие ребята, которые обучились у нас, уезжают в другие регионы и не возвращаются? Ну, естественно, есть такая опасность и возможность. Нам важно, во-первых, чтобы грантополучатели выполнили свои обязательства перед республикой, а когда они подаются на программу «Алгарыш», они подписывают обязывающие их соглашение, договор. Ну, а после того, как они отработали, конечно, у них появляется возможность использовать свои возможности и за пределами республики. И наша задача всех вместе, создать условия, когда и работа здесь будет интереснее, и возможности для реализации тех проектов, которые они задумали. Я думаю, что в республике это очень хорошо получается, и большая часть грантополучателей, выпускников грантовой программы сегодня трудится в Республике Татарстан. Спасибо. 554-56-10, телефон прямого эфира у нас есть, телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем, говорите. Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что будет дальше с кандидатами в кадровый резерв, и много ли тех, кто так и остался в подвешенном состоянии? Спасибо. Спасибо. Что же будет дальше с кандидатами в кадровый резерв, и много ли тех, кто остался в подвешенном состоянии? Кто расскажет, кто ответит? Ну, я могу прокомментировать, ответить на этот вопрос. На сегодняшний день 2000 человек прошли обучение по программе молодежного кадрового резерва. Из них 200, чуть более 200 человек, это те, кто нашли себя в органах государственной муниципальной службы. То есть это уже 10%, которые нашли себя в органах власти. Еще более 250 человек – это те, кто нашли себя и уже сейчас трудоустроены на ведущие позиции на предприятиях Республики Татарстан. То есть, соответственно, вот уже получается порядка 20% от общего числа обучающихся в молодежном кадровом резерве, которые так или иначе трудоустроены. Это те, кто известны нам. Убежден, что среди тех, кто участвовали в проекте «Кадровый резерв», есть наверняка и те, которые на сегодняшний день продолжают находиться в поиске. Вот. Ну, вместе с тем, на мой взгляд, для того, что представляем другие площадки, на мой взгляд, да, потому что тут реализуются. 1/5 это достаточно неплохой результат для проекта. То есть для... Спасибо. Спасибо. С нами сегодня исполнительный директор Казанского открытого университета талантов 2.0 Айдар Акмалов. Добрый вечер. Айдар Хайрликевич, каким образом инструменты кадрового резерва помогли вам в реализации государственной программы «Стратегическое управление талантами» в Республике Татарстан? Спасибо большое за возможность участия в данном мероприятии. Конечно, очень много инструментов, которые в кадровом резерве передаются молодежи. И вот хотелось бы отнестись, конечно, ко второму звонку, который был в студии. И он характеризует, наверное, некоторые отношения молодежи об ответственности. Кто ответственен за людей. Мне кажется, что ответственен сам человек, и вот это одна из компетенций, да, ответственности за себя и за тех, кто вокруг. Это тоже то, чему меня научил кадровый резерв. Помимо этого, конечно, вот уже много говорилось про надпредметные компетенции, про сообщество людей, которые в ходе участия, в ходе прохождения каждого этапа проекта приобретаются. Но еще что хочется отметить, что проект и вообще в принципе такие конкурсные площадки у нас в республике позволяют понять то, чего не хватает человеку на сегодняшний день или на том или ином этапе в развитии. И, собственно, понимание этого, того, чего мне не хватает, позволяет ему повысить осознанность, построение своей профессиональной цели, да, своего профессионального развития. И, собственно, это, наверное, наибольшая ценность подобных проектов у нас в Республике Татарстан. Много предпринимателей из тех, кого вы сейчас обозначили? Я отмечу, что мы работаем с соотечественниками. Это те ребята, которые у нас в республике получили образование и выехали за пределы республики, может быть, внутри страны или за пределы. Дело, да? Да, и вот уже возвращаясь, они развивают свое предпринимательское дело. Отлично. Скажите, пожалуйста, какой совет вы бы дали сегодня молодым? Начнем с вас, Руслан Викторович. Коллега уже обозначил, да, соглашусь. То, что все-таки самое главное – это саморазвитие. Прошу прощения. Нельзя быть просто юристом, нельзя быть просто менеджером. Нужно быть психологом, нужно быть социальным работником. Нужно быть педагогом, в конце концов. Нужно быть педагогом, да? Нужно быть в каких-то местах, нужно быть экономистом, милиционером. То есть не останавливаться, верить в себя, ну и работать, еще раз работать, и все будет. И все будет, как говорят, но не сразу. Вот это нужно понять. Лилия Рифкатовна. Да, я бы хотела добавить то, что и вправду все возможно.
Путь на госслужбу для всех открыт, поэтому приходите, участвуйте в конкурсе, побеждайте. На госслужбе нужны именно те люди, которым не безразлично благополучие нашей страны. Рахмет. Тимур Джадзитович. Я считаю, что самым ключевым является осознание необходимости непрерывного процесса образования. То есть недостаточно сегодня получить какое-то образование и именно с ним, с этими знаниями, с этим багажом быть успешным на протяжении всей жизни. Непрерывно обучаться. Если говорить о том, какие бы знания получить, я бы рекомендовал особенно молодым людям, особенно школьникам, это информационные технологии и, безусловно, иностранные языки. Помимо татарского, русского языка, безусловно, иностранные языки, потому что это ключи к знаниям. Спасибо. Алена. Ну, а я пожелаю всем ничего не бояться сделать первый шаг, вступить туда, где никогда не был, и, может быть, ты никогда этим не занимался. И именно это станет тем ключиком, который поможет открыть все двери впереди в жизнь и подскажет действительно, что твое призвание в жизни, чем ты вообще хочешь заниматься. Отлично. Ставьте высокие цели, двигайтесь вперед, вам в этом помогут. Поэтому вперед, как говорится, алга. Наша программа на сегодняшний завершается. Всего вам самого наилучшего. Я благодарю гостей за эту беседу. Прощаюсь. До скорых встреч на ТНВ.